Продолжает наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Здравствуйте. Об эпидситуации на сегодняшний день, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженным. По данным Управления Роспотребнадзора, выявлено 99 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 53 случая приходится на город Якутск. Анализ случаев, выявленных в городе Якутске, показывает на появление новых случаев, вызванных приездом и возвращением из отпуска наших с вами сограждан, которые, соответственно, по окончанию отпуска возвращаются в Якутск. Хотелось бы обратить внимание на необходимость соблюдения норм изоляции и, соответственно, норм самоконтроля для того, чтобы не быть источником распространения инфекции. В Мирнинском районе зарегистрировано 6 случаев, 5 случаев зарегистрировано в Нирингринском районе. По 4 случая зарегистрировано в Усть-Алданском, Булунском и Алданском районах, по 3 случая в Кобяйском и в Намском районе. Необходимо обратить внимание на то, что в таких районах, как Вилюйский, Горный, Хангаласский, а именно Бетантайский район, зарегистрировано по 2 случая. Здесь бы я хотела особое внимание обратить внимание на Горный район. Сейчас в Горный район стекается достаточно большое количество граждан, в том числе добровольцев, которые оказывают помощь по тушению пожаров. В связи с этим в обязательном порядке необходимо соблюдать и нормы санитарно-эпидемиологической безопасности. Несмотря на достаточно слаженные действия органов власти, тем не менее в Горном районе зафиксированы случаи, которые связаны с приездом из города Якутска местных жителей Горного улуса, которые выезжали на мероприятие свадебное в город Якутск. В связи с этим на настоящий момент ведется ряд ограничительных мероприятий, в том числе и санитарно-эпидемиологического контроля. По одному случаю у нас зарегистрировано в группе районов, таких как Амгинский, Верхоянский, Мегино-Кангаласский, Момский, Нижнеколымский, Аймиконский, Алекминский, Оленёкский и Чурапчинский районы. Если рассматривать данные районы с точки зрения возникновения случаев, все случаи являются завозные и, к сожалению, непосредственно имеют достаточно большой круг контактных лиц. Безусловно, нас не может не беспокоить ситуация в Нижнеколымском улусе, потому что данный улус был чистым от ковида в течение практически последних 2 месяцев. Я уверена, что принимаемые меры оперативным штабом, которые сегодня осуществляются на территории Нижнеколымского улуса, приведут к тому, чтобы очаг не получил большого распространения. В целом наши лаборатории и Роспотребнадзор, и Министерство здравоохранения Республики продолжают исследования на новую коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом ИФА и ИХА. Проведено 2470 исследований за сутки. Всего мы обработали уже в целом с начала пандемии около 1 235 387 тестов. Работа лаборатории осуществляется строго с установленными требованиями, без нарушений 72-часового выявления и выдачи анализов. Доведена она у нас уже практически до автоматизма в работе, имеет четкую схему и уже не вызывает никаких вопросов. Особое внимание сегодня мы уделяем и вакцинации граждан на территории республики. Вы знаете, что у нас длительное время, в течение 2 недель, не было новых поставок вакцины «Спутник» именно непосредственно в городе Якутске. Возникла соответствующая проблема. Сегодня после обеда городские поликлиники получат вакцину «Спутник», в связи с чем мы призывали вас в течение 2 последних недель записываться на «Спутник». Соответственно, те, кто был по записи, могут в нашей поликлинике при наличии вызова посетить для того, чтобы получить как «Спутник», так и «Эпивак-Корону», которые являются равнозначными и безопасными вакцинами, которые применяются на территории Российской Федерации. В целом на первую вакцину у нас уже получило 254 343 человека. И мы использовали от поступившей вакцины непосредственно в республике 92,5% от общего количества вакцинации.
Основной задачей, которую сегодня мы ставим перед учреждениями здравоохранения, это непосредственно работа по введению в базу данных соответствующих медицинских систем и госуслуги. Это фиксация непосредственно самого получения вакцины, чтобы люди как можно быстрее получали соответствующую запись в госуслугах и, соответственно, QR-коды. И если там, где ситуация с интернетом достаточно четкая, это не вызывает вопросов, мы привлекаем волонтеров. Однако иногда у нас поступают жалобы, связанные с тем, что долго нет результата по вакцинации на самой системе госуслуг. Связано это в основном с тем, что скорость интернета не всегда позволяет сделать это быстро и оперативно. В связи с чем, соответственно, также призываем граждан продолжать проявлять спокойствие. Системы налаживаются, работают. И я думаю, самое главное – это сегодня обеспечить нашу вакцинацию граждан для того, чтобы уже в осенний период приходить значительно легче. Но и самое главное – мы сейчас с вами еще выезжаем в отпуска, возвращаемся с отпусков, поэтому меры самоконтроля, самоизоляции и беспокойство за то, что рядом находятся люди, которые могут заболеть, должно быть для каждого из нас приоритетом. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Из Якутска в село Магарас для тушения пожаров направлена дополнительная спецтехника. В Тампонском районе состоялся региональный слет трудовых объединений. В Алекминске обсуждается вопрос об организации питомника для собак. Айсен Николаев продолжает работать в Горном районе. На данный момент все силы брошены на то, чтобы локализовать лесные пожары. Сейчас тушится 65 пожаров на площади чуть менее 500 тысяч гектаров. При этом количество пожаров в республике за последнюю неделю сократилось на более чем 100 очагов. По словам руководителя региона, в этом году потушили больше пожаров, чем за аналогичный период 2020 года. Так, в этом году устранили 353 очага на площади порядка 250 тысяч гектаров. В прошлом году количество ликвидированных пожаров составляло 223 пожара на площади около 46 тысяч гектаров. На тушении пожаров также участвуют добровольцы из первичной организации студентов СВФУ. Вчера было собрание нашего актива, где мы решили, что нужно помочь нашей республике в общем целом, и собрали инициативную группу из 15 человек и вот выехали на место пожаров, чтобы помочь. Это, то есть, первый выезд? Это наш первый выезд, но люди, некоторые ребята с опытом, которые и в прошлых годах тушили пожар, и в целом и новички есть. Так, команда комбинированная, можно сказать. На территории Горного Улуса для сохранения работы электростанций в населенных пунктах ведутся противопожарные работы местной РЭС. Они работают по линиям сетей Якутск-Бердигистях, Асыма-Кюрелях, Денькемге, Салагон, Артос-Сурт, Кептин. Всего задействовано 30 человек и 10 единиц техники. Столбы возле сел Кюрелях, Йорт, Салагон пострадали не сильно. Так, по линии 110 киловольт, ЯГРЭС Новая Бердигистях. Всего вот в результате лесного пожара пострадало 6 опор. У нас, получается, мы заменили полностью 2 опоры и 4 опоры произвели частичный ремонт. Накануне в село Магарас из города Якутска были направлены 14 человек и 4 автоцистерны МЧС России, а также 27 единиц водовозной техники и иной спецтехники от организаций частных лиц. На территории Сунтарского района применялись 3 борта Б-200ЧС, произведено 82 сброса и слито 708 тонн воды. Также на территории Горного, Нюрбинского и Вилюйского районов для искусственного вызывания осадков применялся Ан-26 «Циклон». В настоящее время в регионе сложная лесопожарная обстановка. На территории республики действует 216 природных пожаров.
Высокие классы пожарной опасности сохраняются на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Алекминского, Аймиконского, Усть-Майского, Тампонского, Сунтарского и Татинского районов, где зарегистрировано 180 очагов природных пожаров. Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка специалистов МЧС России. Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализированных полос вдоль населенных пунктов Терют, Кюрюлях, Дикимдя, Кептин и Магарас, а также тушение отдельных очагов по периметру пожаров. В целом за сутки на природных пожарах было задействовано 2119 человек и 297 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Следует отметить, что за сутки ликвидировано 14 природных пожаров. Сегодня аэромобильные группировки Главного управления продолжат свою работу на территории Горного и Аймиконского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России. Планируется применение на территории Хангаласского, Сунтарского и Мирнинского районов. Воздушные суда Б-200 и Ил-76 задействованы на тушении лесных пожаров на территории Якутии. Сегодня они работают в Сунтарском и Мирнинском районах. Так, 2 самолета Б-200 работают на тушении пожаров в Сунтарском улусе, а 1 борт Б-200 на пожаре рядом с селом Сельдюкар Мирнинского района. 2 воздушных судна Ил-76 направлены в Сунтарский улус. Для помощи наземным группировкам сил в тушении пожаров летчики-наблюдатели Федеральной авиалесоохраны искусственно вызвали дожди в наиболее горимых Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах Якутии. Для проведения работы авиалесоохрана задействует специальный самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», на борту которого размещена веерная установка для пуска в облака парапатронов с йодистым серебром. Помощь региону в тушении пожаров оказывают около 800 парашютистов-десантников Федеральной авиалесоохраны и авиалесоохраны регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. В ближайшие дни в разных частях Якутии ожидаются естественные дожди, что может снизить задымление и помочь наземным силам в стабилизации обстановки. Оперативный штаб по охране лесов во главе с Айсеном Николаевым встретился с представителями добровольческого штаба по борьбе с пожарами. В ходе встречи добровольцы озвучили свои идеи и предложения, после чего стороны обсудили планы по дальнейшему взаимодействию. Отметим, что добровольческий штаб начал свою работу 2 дня назад. В его задачи входят сборы инвентаря для борьбы с огнем, набор добровольцев и их обучение. Помимо этого, организация собирает денежные средства. Так, на сегодняшний день штаб собрал более 900 тысяч рублей. Помощь нужна любая на самом деле. Еда, спецсредства, верхонки. И хорошо было бы вот специальные респираторы, которые хорошо защищают дыхательные органы. В соцсетях везде уже вчера вышло наши телефоны. Пожалуйста, обращайтесь, звоните. На Ягрэс-1 продолжается ремонт оборудования в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Запланирован капитальный ремонт 2 газотрубных установок. Работы начались еще в марте. Тогда была отремонтирована турбина, после ее запустили в эксплуатацию. В настоящее время в соответствии с годовым графиком ведется капитальный ремонт турбины номер 4. Силами подрядной организации Якутской энергоремонтной компании производится замена отработавших свой ресурс направляющих лопаток, а также пламенной трубы. Ремонтные работы будут завершены в конце сентября. Помимо этих работ на Якутской ГРЭС-2 планируется текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования. Как сообщают специалисты, подготовка к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года идет в соответствии с утвержденным графиком. В план мероприятий подготовки к ОЗП входит капитальный ремонт ГТ-45-3, станцион номер 4, в объемы которого входит замена направляющих лопаток первой ступени, замена рабочих лопаток первой и четвертой ступеней, камеры сгорания замена, конусов, завихрителей, сгорелок, также ремонт маслосистемы, ремонт генератора, тракта и подогрева сетевой воды. В данный момент производится разборка маслоотбойников силами подрядной организации АО «ЯРК». В общем капитальном ремонте задействована вся станция и подрядная организация АО «ЯРК» численностью примерно около 6000 человек.
Тампонском районе на базе Мегино-Алданской средней школы состоялся региональный слет трудовых объединений, приуроченный Году здоровья в Республике Саха-Якутия. В нем приняли участие команды воспитанников трудового лагеря «Аргыс», студенты и ветераны. Ежегодно организаторами слета выступают Управление образования, сельского хозяйства и Центр занятости населения. Наш девиз. Наш совет, адреналин, и наш отряд непобедим. Смотр конкурса состоял из 3 этапов: визитная карточка, конкурс видеороликов «Наш любимый лагерь» и защита социальных проектов «Перспективы развития села Мегино-Алдан». Ребята показали, что могут не только отлично трудиться и добиваться высоких результатов, но и творчески отдыхать. Дети должны, летние каникулы должны отдыхать и к чему-то научиться. А мы их учим как бы по трудовым навыкам. Вожатые педагогических отрядов провели квест-игры, игры на знакомство, отрядные дела, что помогло детям выявить свои лидерские качества. Мы сюда приехали с целью для помощи проведения слета трудовых объединений. Прошел очень классный день, прошел очень классный слет. Дети очень активные, они очень яркие, они заряжают нас, мы заряжаем их. Это на самом деле очень круто. Мы очень довольны поездкой, мне очень понравилось. По итогам слета трудовых объединений гран-при удостоился отряд «Момент». 1 и 2 места также заняли воспитанники трудового лагеря «Аргыс» Мегино-Алданской средней школы. 3 место досталось команде студентов. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Мегино-Алдан, Тампонский район. Одной из распространенных проблем городов республики являются безнадзорные собаки. В Алекминске состоялось совещание, на котором обсуждали главный вопрос – организация питомника для собак. Согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными должно быть организовано специальное отведенное место для отлова, содержания и проведения специальных ветеринарных мероприятий, таких как осмотр, чипирование, выявление заболеваний, лечение и дальнейшая реабилитация. В Алекминске такая работа ведется администрацией города совместно с департаментом ветеринарии. На сегодняшний день у нас есть на руках решение суда от 31 мая о том, чтобы департамент ветеринарии Республики Саха-Якутия обеспечил финансовыми средствами строительство приюта в городе Алекминске. Со своей стороны мы сделали все работы, составили смету, определили земельный участок и направили заявку для финансирования. Якутянин Борис Сидоров примет участие на чемпионате России по боксу, который пройдет в конце августа и начале сентября в Кемерово. Мастер спорта Российской Федерации, победитель и призер всероссийских турниров выступит в весовой категории до 48 килограмм. В рамках подготовки к турниру Борис Сидоров провел первые тренировки с призером Олимпийских игр, 3-кратным чемпионом Европы Георгием Балакшиным. Об этом сообщил его тренер Андрей Слепцов. На этом это все новости. Всего хорошего.